Собственно, сейчас вот мы находимся на этом месте, то есть на кургане. Здесь у нас захоронено более 30 участников гражданской войны со стороны борцов за советскую власть. Если уйти как бы подальше чуть-чуть в историю, то в 22 году, к началу 22 года, город Якутск был полностью в осаде так называемыми повстанческими отрядами. То есть это были как раз вот отряды, составленные из местного населения, которые были против советской власти. И дело в том, что после гибели, известной гибели в местности Кулаты, это примерно на Вокзальском тракте, отряда Каландарашвили, где был его отряд был, то есть передовой отряд его, в смысле штаб его был уничтожен повстанцами, после чего Иван Строт стал, именно герой гражданской войны, стал руководителем этого красноармейского отряда. И первой задачей было это снять осаду города Якутска, то есть именно со стороны севера, потому что северная повстанческая группировка, она была одной из самых крупных. И для прорыва была сделана именно операция, то есть отряд в более 620 человек находился в местности Эврестова заимка, но мы там будем чуть-чуть попозже, потому что в связи с нашими природными условиями, там пока еще грязно, мы туда еще попозже туда попадем, там более конкретнее расскажем. И, в общем, там был очень большой бой. В этом бою погибло около 200 повстанцев, и около 30 человек, это как бы так называемые борцы за советскую власть, красноармейцы, и около 35 человек было тоже ранено. И вот после этого боя уже отряд Ивана Строда без боя занял Тулагина и Тильдянск. Непосредственно вот именно погибших красноармейцев было решение похоронить именно здесь, вот, в марте 1922 года. Ну, первоначально здесь, конечно, был памятник, по материалам, опять же, историческим, здесь был памятник дощатый, то есть деревянный. И в 1982 году, в связи с 60-летием окончания гражданской войны в России, вот поставили вот железнобетонный вот такой вот памятник. Но как мы видим уже, что, естественно, давно за ним не убирались. Вот видно, что здесь вот подростки устраивают костры, и от этого идет у нас все у нас, так сказать, в саже. Но я надеюсь, что после нашего материала на это обратят внимание наши члены коммунистической партии КПРФ, то есть у них есть свой комсомольский отряд, которые, надеюсь, проведут здесь какие-то ремонтные работы, уборку территорию сделают. В общем-то, если здесь увидеть, то есть работа здесь предостаточно, но, опять же, с другой стороны, памятник находится в более-менее нормальном состоянии, то есть мы еще увидим памятники гражданской войны, которые находятся в более худшем состоянии. Все.